Это актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Общественной палате республики работает координационный центр, который координирует помощь мобилизованным гражданам и их семьям, а также оказывает психологическую и информационную поддержку. Как налажена эта работа, куда следует обратиться в случае возникновения проблем и трудностей, мы спросим у Вячеслава Литавина, члена Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Общественная палата одной из первых включилась в работу. Как и кем координируется эта деятельность? Кто и в каких случаях может обратиться в координационный центр? Да, в момент мобилизации, объявленной нашим главнокомандующим, действительно Общественная палата первая, которая приняла на себя вот этот весь наплыв этих всех вопросов решающих. Поэтому мы создали координационный центр, который действительно работал совместно со всеми, там работали службы психологической поддержки, значит, волонтеры, ну и все службы, которые медицинские, то есть и даже военная прокуратура. То есть мы очень благодарны всем, кто откликнулся в этой деятельности, кто принял активное участие, потому что благодаря только совместными усилиями мы действительно справились с этим в начале всего наплыва. Потому что вот особое внимание хотел поблагодарить психологов, которые действительно работали, сидели на горячей линии, потому что очень много звонков было. Очень люди действительно, была такая истерика, можно сказать, да, но тем не менее все справились с этой поставленной задачей. Сегодня уже такого наплыва нету, но за все время работы координационного центра, то есть у нам поступило около 400 где-то звонков, плюс из них 200 это психологическая поддержка, то есть мы справились, и 160 это где-то юридическая, то есть звонков, которым мы помогли и справились с этой поставленной задачей. То есть все те звонки, которые были, они доходили до адресатов, там, до прокуратуры, то есть мы, естественно, с этими задачами всеми справились совместно координационным центром. С какими вопросами, проблемами чаще всего обращаются якутяне? Ну, основная такая масса вопросов, это, конечно, какие выплаты полагаются военнослужащим, которые сегодня призваны. То есть это первый вопрос. Второй вопрос, как они одеты, как они обуты, где он находится, там, да. Вот у нас были такие вопросы, ребята, которые, допустим, учатся на очном обучении, и их вдруг призвали. То есть как вот это сделать? То есть вот, с этими всеми задачами тоже мы достучались до прокуратуры, до военной, до гарнизона, Якутского военного гарнизона. Все задачи, заявления эти все были приняты и, в частности, отработаны. Ну, нормально все. А какие решения чаще всего принимаются по обращениям, ну и как оказываете помощь? Ну, помощь разная. Вот, допустим, наши волонтеры, то есть не волонтеры, а члены Общественной палаты, которые, конечно, волонтерская служба, да, мы те все, в чем нуждались наши военнослужащие, мы все доставили, те места дислокации воинских частей. Я лично сам проехал по Дальнему Востоку, наши ребята с Общественной палаты, наши там Мария Егоровна, Иванов Сергей Семенович, да, Гребенников Григорий Николаевич, да, они все проехали по этим воинским частям. В данный момент Мария Егоровна находится, вот даже уехала вроде опять в Улан-Удэ, да, поэтому работа всех, кто принимает в этом активное участие, да, они, конечно, все на месте были, все это видели, все мы посмотрели, выдали, узнали, какие проблемы. Вообще проблем вот таковых-то и не было. То есть вот, основная масса ребят, они все настроены, все прекрасно понимают, что происходит и куда они приехали. То есть это же не каникулы, это же не отдых просто. Поэтому все подходят серьезно, поэтому подготовка идет серьезная. То есть многие тут задают вопросы, а как там идет подготовка? Если хватает ли там снарядов, хватает таблепатронов? Все хватает, все в достатке, обмундирование есть, ребята готовятся в полном масштабе. И если где-то даже что-то, чего-то не хватает, я говорю еще раз, республика держит все на контроле. Мне было очень приятно, когда, допустим, ребята Приморского края, там, увидев, как одевают наших ребят и какое отношение республики к нашим военнослужащим, они говорят, ну вот мы видим, как у вас отношения. То есть это, конечно, ну сейчас уже, наверное, везде все регионы подключились, потому что заработал механизм сам с собой уже, да, и я думаю, что вот такие там точечно где-то проходили, я думаю, это все было и фейк, это может быть даже какая-то антипропаганда нашего движения. Поэтому я думаю, все работает, все у всех в достатке.
И я очень рад, что мы смогли справиться с этой поставленной задачей совместно с Республиканским центром. Сегодня уже создан даже такой координационный центр, вообще центральный, находится в Москве. Здесь работает у нас Лютый Валера, то есть он контролирует вот эту ситуацию. Ребята сегодня даже создали, ребята бывшие военные ребята, которые прошли боевые действия, они сегодня создали такой центр подготовки боевой. Я очень благодарен был в этом центре. Еще раз хочу сказать, что он действительно сегодня нужен, потому что вот многие ребята, желающие добровольцы прийти, пройдя вот этот центр, понимают, что годен ли он, сможет ли он. Да? Там то есть идет такая проверочка, и ребята их уже готовят, и проверяют, и смотрят. И ты должен уже сам понять, а смогу ли я, а хватит ли мне здоровья. Потому что желающих много, но не все смогут справиться с теми боевыми задачами, которые сегодня там стоят. Ну а как ведется взаимодействие с общественными организациями, гражданами, желающими оказать помощь участникам специальной военной операции? Во-первых, я так скажу, что общественная палата, она уже там, люди, которые в общественной палате, они все являются, как бы никак, работая на каких-то предприятиях, являются членами каких-то общественных организаций. То есть связь идет такая, в общем, стекается к нам информация со всех источников, она, конечно, анализируется, принимаются какие-то экстренно, быстренькие решения. Вот пример, допустим, были пожары, общественная палата создала штаб, было наводнение, пожалуйста, мы создали штаб, помогли, организовали, доставили, да, случилось, допустим, помощь ДНР, ЛНР, пожалуйста, все организовали, доставку сделали. Также сегодня с мобилизационным моментом надо, мы все организовали, все сделали. И я очень рад, что работают такие люди патриотические, правильно настроенные, активные, не сидят, не ждут, когда им что-то скажут. То есть они быстро активизируются и быстро все принимают, такие глобальные решения. Ну и, конечно, без помощи главы республики это бы, конечно, ничего бы не произошло. Ну, наши бойцы готовы, настрой хороший, но помощь порой больше необходима членам семей мобилизованных. Как организована эта работа? Это вообще самый важный вопрос, значит, на который мы сегодня вообще сделали ключевой момент. То есть наша задача сделать так, чтобы ребята сегодня, которые на передовой, они должны быть спокойны, что их семьи, они защищены, они обеспечены, никаких проблем у них не будет. Поэтому у нас штаб наш работает, хоть мобилизационный центр закрылся сегодня, да, но тем не менее у нас сегодня работает, общественная палата продолжает работать, поэтому мы, если нужны какая-то помощь или еще что-то, все телефоны есть, в любой момент нам поступают звонки, мы на это реагируем, поэтому наша задача сделать так, чтобы семьи ни в чем не нуждались. И ребята, которые на передовой, еще раз говорю, они должны быть уверены, что у них в тылу все в порядке. А чтобы было в тылу все в порядке, наша задача сегодня как никогда обществу действительно консолидироваться вокруг этой темы. Все думают, что это просто там войнушка, кто-то стреляет. На самом деле это не так все просто. Мы не воюем с Украиной и не воюем с украинским народом. Война давно перетекла в более масштабную такую войну, и против нас сегодня действительно Объединенный Запад пытается нас поставить там на колени, поменять наше мировоззрение, поменять наш культурный корень, а корень наш какой? Мы живем, семья, дети, папа, мама. Для чего нам менять себя? Я еще раз говорю, никогда мы не должны с этим смириться. Вот сегодня последнее заявление на Валдае Владимира Владимировича Путина, который сказал четко и дал понимание, куда мы идем и что мы хотим. Мы ни у кого ничего не забираем. Мы отстаиваем свои интересы. Те, которые заключаются семья, родина, и все это едино. И никуда она не разделима. Поэтому наша задача выстоять, не дать так, чтобы нас не перевернули внутри страны, а сделать так, чтобы наши ребята, еще раз говорю, были уверены и шли только к победе. Вот это мы сделаем 100%. Но если говорить в целом о деятельности общественной палаты, какие задачи стоят сегодня? Ну, задача стоит глобальная. Мы, еще раз говорю, вот наша задача – это консолидация общества 100%. То есть власть должна слышать народ, народ должен слышать власть. И вот эта прослойка общественной палаты, это заключается в том, чтобы мы действительно друг друга понимали и слышали. Потому что в общественной палате как раз присутствует очень множество направлений людей, которые во всех отраслях, хозяйственных, там, учебных, там, во всем процессе, да, страны. Поэтому если мы будем
слышать народ, его потребности, и что нужно, и донести до государства, а государство будет делать то, что хочет народ, а народ, тогда вот мы не развернемся друг от друга, и мы сделаем сплочение сегодняшнего общества, это как раз и есть тот приоритет власти, который мы хотим. То есть народ должен быть сплоченный. Вот сегодня как никогда надо сплотиться, опять сплотиться вокруг той беды, как всегда. Вот сейчас у нас, кстати, праздник будет, намечается, да, народного единства. Откуда же он пришел? Он пришел оттуда, когда враг пытался расколоть наше общество, мы собрались, сделали общую, скажем, назовем ее команду, назовем армия, сила, там, да, и противостояли этому напору, и победили, и выстояли, и сохранили то государство, в котором мы сегодня живем. Так же и сегодня. Мы должны быть вместе, мы должны быть едины, у нас должен быть одно понимание, что мы хотим сделать, куда мы идем. То есть вот говорят, надо идеологию, нужна идеология. Она нужна, потому что мы должны понимать, что мы хотим. А мы хотим создать государство свободное для всех, независимо от того, какой мы национальности. Вот в том-то мы для них все и непонимание, потому что мы живем, многогранность наша, она и заключается в ценности, что мы многонациональны, и мы все живем все вместе. Все в одной семье, в одном доме, дом Россия. И благодаря этому, я еще раз говорю, вот этот праздник, он, возвращаясь к этой теме, он действительно, вот этот праздник, это сплочение нашего общества. Именно понимание, что мы все вместе, что мы одна сила и один народ. Действительно, День народного единства в этом году будет иметь особое значение. Вячеслав Владимирович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей деятельности. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.